Руслан Кенишевич, у вас есть вопросы? Вопросов нету. Самат Хаштабекович, Вопросов нет. вопросов нет. Вы у нас первый раз выступаете? Первый раз, да. Первый раз. Как формируется позиция Верховного суда, прежде чем оно появляется здесь? Прежде чем, учитывая, какой вопрос в данном направлении оспаривается, допустим, если по гражданскому законодательству, если по уголовному законодательству или по административно-процессуальному законодательству, судебные коллеги обсуждают среди судей данный вопрос, и при обсуждении с коллегией вырабатывается соответствующая позиция по каждому вопросу, исходя из направлений. Ясно. У вас есть вопросы? Да. Ну вот, скажите, пожалуйста, в конце концов Верховный суд сказал, что в принципе не нарушается право на судебную защиту, да, в связи с тем, что у него есть возможность, как только он при оглашении он присутствовал, знает суть, в целом резолютивную часть решения, зная резолютивную часть, заявитель обращается или апеллирует, может апеллировать именно вот эту резолютивную часть, а потом уже после того, как получает мотивировочную часть, дополнительно дополнять свое заявление дополнительными мотивами или основаниями, правильно? Да. То есть Верховный суд как бы не анализировал вопрос, потому что всегда говорят, что Верховный суд очень много рассматривает дела, слишком много дел, а если бы мотивированное решение вовремя получали бы, может быть, человек не обращался бы, не апеллировал бы в вышестоящие суды. Вот этот вопрос не рассматривался в рамках, там, я не знаю, какой-то аналитической работы. Этот вопрос был, но сошлись к мнению, что именно во время судебного процесса суд полностью оглашает вот это постановление. Придерживаясь данной точки зрения. Вы хотите сказать, что Верховный суд сейчас придерживается позиции, что вот я вам зачитываю, по результатам рассмотрения жалобы следственный судья выносит одно из следующих постановлений, да, ну это понятное дело, но выносит, это рассматривается, что в устном порядке тоже судьи, следственные судьи имеют право выносить судебные акты? В чем выражаются вообще любые акты, судебный акт, который выносится? В письменном виде как? Ну вот. Да. А что вы в данном случае из вашего выступления вы говорите? Он же огласил, он же сказал, какие мотивы. Этого типа достаточно, вы говорите. Что Верховный суд придерживается вот такой позиции. Вообще рассматривать такие вещи, что, например, ему же резолютивная часть ясна, он мог подать какую-нибудь там, я не знаю, шпаргалку, а потом уже мотивировать по получению последующего материала, это совершенно неприемлемые вещи. С точки зрения требования принципа правовой определенности, она касается не только законодательства, она касается в том числе актов, которые выносятся соответствующими компетентными органами. Вы понимаете, да, что ваша позиция основывается на том, что Верховный суд считает, что достаточно того, что устно было оглашено, и что они под вот этим нормативным выражением выносятся, предполагают, что они имеют в виду, что это может быть и устный судебный акт, который оглашается. Что он не должен трансформироваться или тут же, как говорится, превращаться уже в нормальный документ. Документом когда является? Когда он изложен на бумаге, когда он имеет все необходимые реквизиты. Могу, позвольте уточню. Могу еще... Да. Конкретно в данном случае судебная коллегия по уголовным делам, то есть Верховный суд, придерживается, что в данном случае полное постановление должны были дать с момента как оглашения, вынесения. Ну а если не дали, какова позиция Верховного суда? Если не дали, по каким-то причинам не дали. Например, прозвучала там пожарная тревога, к примеру, да, и все выбежали на улицу, и потом, или там звонок поступил, что там бомба в здании.
И там 2 суток прошло, пока проверяли, скажем так, да? По уголовно-процессуальному законодательству предусмотрены уважительные основания для восстановления срока. И, Какие основания являются уважительными? В статье 300... Минутку. В статье 403 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрен порядок восстановления срока на подачу жалобы или представления. И там указано, что при несвоевременном изготовлении протокола судебного заседания, вручение копии судебного акта участвующему в деле лицу, не владеющему языком судопроизводства без перевода, неточности указаний на срок обжалования в резолютивной части судебного акта. На вас возложена вот эта функция представлять интересы Верховного Суда на постоянной основе или нет? Нет, не постоянной основе. Не на постоянной основе. Ясно. Хорошо, есть еще вопросы? Нету, да? Присаживайтесь.